Вы смотрите очередной выпуск «На страже», в студии Вера Макарова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске отморозки из Сайды. Верховный суд республики вынес приговор по тройному убийству. Убийца с плоскогубцами. Кто подозревается в причинении смерти 9-летней девочки? Совсем страх потерял. Водитель «Лексуса» избил пешехода. Готовьте оружие. Сотрудники Росгвардии проводят целевые рейды. Выборы за колючей проволокой. Своим избирательным правом воспользовались более 300 человек. А теперь обо всем подробнее. Ночью 25 сентября 2016 года в селе Сайды Верхоянского улуса двое молодых людей совершили тройное убийство. Данное преступление вызвало широкий общественный резонанс в республике. Следствием и судом установлено, что ночью 25 сентября 2016 года обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения явились к ранее знакомому односельчанину. И в ходе распития спиртных напитков, вспомнив о давней ссоре с хозяином жилища, совершили его убийство путем удушения. Зная о том, что потерпевший страдал эпилепсией, обвиняемые инсценировали его смерть в результате приступа, тщательным образом сокрыв следы и уничтожив вещи, которые свидетельствовали о присутствии в квартире посторонних. После этого молодые люди незаконно вооружились карабинами СКС и Вепрь и решили скрыться от следствия, угнав автомашину Toyota Hiace со двора другого местного жителя. При этом совершили убийство свидетелей. Следователи установили, что хозяин дома был убит на глазах супруги, и после этого обвиняемые, зная о нахождении в доме других лиц, в том числе детей, устроили стрельбу по зданию. При этом, заметив 23-летнего племянника потерпевшего, совершили и его убийство. После получения информации о жестокой расправе в село прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые совместно с местными жителями занялись поиском преступников. Утром 26 сентября в 6 километрах от села в лесном массиве на берегу реки Яна с огнестрельным ранением нижней челюсти и носовой области был обнаружен 18-летний подозреваемый, который пытался совершить суицид. Молодой человек был госпитализирован в медицинское учреждение и прооперирован. В тот же день в ходе оперативно-поисковых мероприятий в одном из нежилых домов села Сайды был задержан и его приятель, 17-летний нападавший. В ходе задержания он получил огнестрельное ранение ноги. При проведении оперативно-розыскных мероприятий в лесном массиве было обнаружено похищенное ружье и патроны. Приговором Верховного суда Республики Саха-Якутия подсудимый, которому на момент совершения преступления не исполнилось 18 лет, признан виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы колонии общего режима. Его старшему приятелю назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В городе Якутске возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней жительницы города Якутска по статье «Убийство малолетнего». На данном этапе установлено, что 16 марта текущего года возле дома номер 27/4 по улице Хабарова в городе Якутске женщина металлическими плоскогубцами нанесла множественные удары по голове своей 9-летней дочери, после чего спрятала ее тело под металлическим гаражом. 18 марта в отношении нее судом по ходатайству следователя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время производства следственных действий и предъявлено соответствующее обвинение. В настоящее время по уголовному делу проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. Уже назначен ряд экспертных исследований, в том числе комплексная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемой. Следователи установили, что обвиняемая состоит на учете в ЯРПНД, ведет аморальный образ жизни. Более того, ранее она была лишена родительских прав на старшего сына. В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление должностных лиц правоохранительных органов, органов профилактики и контроля, чье бездействие способствовало либо могло способствовать совершению особо тяжкого преступления в отношении ребенка. Расследование уголовного дела продолжается. А также в рамках расследования данного уголовного дела возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей. Следствие полагает, что в случае своевременного принятия мер к изоляции и изъятию дочери у обвиняемой, в том числе лишения ее родительских прав, имелась возможность избежать наступления трагических последствий. На этой неделе в соцсетях распространилось видео, где водитель «Лексуса» напал на пешехода в Якутске. Конфликт произошел из-за того, что водитель иномарки нагло срезал путь по тротуару и задел пешехода. На видео видно, что пешеход начал высказывать претензии по этому поводу, и мужчина вышел из машины. Затем он нанес несколько ударов по лицу человека. По некоторым данным, у водителя в руках был кастет. Пострадавший был избит до крови. 19 марта в столичную полицию поступило сообщение о конфликте между пешеходом и водителем иномарки на улице Черяева.
Пострадавший в ходе потасовки пешеход написал заявление. На данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установке личности водителя. Водитель «Лексуса» в скором времени был установлен и доставлен в отдел полиции и был опрошен. По данному факту проводится процессуальная проверка. Сотрудники Росгвардии провели целевой рейд. Как нам сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Республике Саха-Якутия, рейд проведен подразделениями лицензионно-разрешительной работы при взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел. Проверками было охвачено 730 владельцев оружия по месту жительства. 43 гражданина нарушили правила оборота и хранения огнестрельного оружия, в отношении них составлены административные протоколы. При этом из оборота изъято 74 единицы оружия, в том числе со смертью владельца 18 единиц. 13 единиц оружия сдано гражданами на возмездной основе. Приближается сезон охоты. Росгвардия напоминает о неукоснительном выполнении требований законодательства в сфере оборота оружия, соблюдения сроков оформления и продления разрешительных документов. Согласно распоряжению Центра избиркома Республики, следственный изолятор номер 1 был прикреплен к избирательному участку номер 77. Для организации выборов на территории СИЗО-1 были оборудованы 3 кабинета, расположенные в режимных корпусах номер 1 и номер 2. Всего реализовать свое избирательное право и принять участие в голосовании смогли более 300 человек из числа подозреваемых и обвиняемых, а также осужденных, в отношении которых приговор еще не вступил в законную силу. В целях проверки организации голосования СИЗО-1 посетили заместитель председателя ЦИК Республики Саха-Якутия Александр Власов и уполномоченный по правам человека в регионе Сардана Гурьева. В сопровождении начальника УФСИН Владислава Дзюбы и других руководителей ведомства они совершили обход помещений для голосования. Также воспользоваться своим избирательным правом и принять участие на выборах смогли лица, находящиеся под домашним арестом. В единый день голосования таковых насчитывалось около 20 человек, проживающих в городе Якутске и 4 улусах республики. Они посетили избирательные участки в сопровождении сотрудников уголовно-исполнительной инспекции, а некоторые приняли участие на выборах на дому путем посещения их по месту проживания выездной группой членов избирательной комиссии. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели итоговый обзор «На страже». С вами была Вера Макарова. И помните, за каждое преступление наступит наказание.